В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Ледоход в Якутии за сутки продвинулся более чем на 100 километров. Первую крупную партию гуманитарной помощи по поручению руководства страны доставили в Нерюнгри. В Южном военном округе готовятся к авиационному параду Победы, а в Якутии акцию «Свеча памяти» перевели в дистанционный формат. Ледоход на реке Лени за прошедшие сутки продвинулся на 110 километров в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомобеспечения региона. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 километрах ниже населенного пункта Турукта Ленского района. Уровень воды составляет менее 3,5 метров, при критической отметке 8,5. Ледоход густой, верхняя кромка находится в 10 километрах ниже Ленска. Уровень воды там на 4 метра ниже критического. Протяженность ледохода составляет 100 километров. Более 3,5 миллионов случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, а также федеральных и местных властей. По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет более 3,5 миллионов человек. Умерли почти 250 тысяч пациентов. Выздоровели 1 120 000. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявлено в США. Свыше 1 150 000 человек. Далее по числу заражений следует Испания – 217,5 тысяч. Италия – чуть менее 211 тысяч и Великобритания – почти 188 тысяч человек. Московские павильоны в ВДНХ переоборудуют под временные госпитали для борьбы с пандемией. Там сейчас проходят ремонтные работы. Кроме того, работники городского хозяйства готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тысяч коек. Ранее в Санкт-Петербурге 7-й павильон выставочного комплекса Ленэкспо был также переоборудован во временный госпиталь в связи с ухудшением эпидситуации. По официальным данным, в России зарегистрировано почти 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в Москве таких случаев насчитывается 68,5 тысяч, из которых 729 оказались летальными. 200 работников чаиндинского месторождения вывезли спецрейсами в Башкортостан. Такую информацию предоставили в оперативном штабе Якутии. Накануне рабочих вывезли 2 рейсами. Это уроженцы Башкортостана, у которых закончилась вахта. У них отсутствуют признаки ОРВИ, и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные, говорится в сообщении оперативного штаба. Отмечается, что лабораториями Роспотребнадзора официально подтверждено 39 случаев коронавируса на месторождении. Также 105 человек с признаками ОРВИ ранее были вывезены. 1 мая на чаиндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест. На месторождении проводят повторное тестирование и разделение потоков людей. Вывоз же работников осуществляется лишь после повторного тестирования. Первую крупную партию гуманитарной помощи по поручению полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева доставили в город Нерюнгри. О том, что содержит гуманитарный груз и как поможет району в борьбе с пандемией, расскажет наш корреспондент Сергей Михедов. Первая крупная партия средств индивидуальной защиты направлена в Нерюнгринский район по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Кроме того, Якутия уже получила федеральную помощь в 388 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Правительством принят ряд решений по помощи регионам. 32,4 миллиарда рублей выделено на оснащение и дооборудование почечного фонда. На Дальнем Востоке из них пойдет 2,3 миллиарда. Мы до вас доведем распределение, но, может быть, сами уже в курсе, но несколько слов скажу. В Бурятии 266 миллионов, в Якутии 388. Гуманитарная помощь представлена в рамках программы помощи Дальнему Востоку, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики по поручению Юрия Трутнева. На республику в целом фондом предусмотрено 8 тысяч одноразовых костюмов инфекционистов, 12 тысяч одноразовых перчаток, 16 тысяч многоразовых очков и еще порядка 30 тысяч респираторов.
Условно, программу можно разделить на две части. Первая часть – это прямая финансовая помощь дальневосточным регионам. Вторая часть программы – это обеспечение дальневосточных врачей средствами индивидуальной защиты. Скоро на Дальний Восток поступит 100 тысяч защитных костюмов, более 100 тысяч защитных очков и 200 тысяч респираторов. Первые партии уже пересекли границу и доставляются в дальневосточные клиники. В только что выгруженных коробках 1440 защитных костюмов инфекциониста и 75 тысяч одноразовых масок для Нерюнгринской центральной районной больницы. Реализация данной программы позволит обеспечить медицинских работников защитной амуницией, в результате чего мы достигнем максимальной защиты медицинских работников и обезопасим их здоровье, а также здоровье их близких и родственников. И от лица всего медицинского сообщества, от лица медицинских работников, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, хотим выразить слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. Сергей Михедов, Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На сегодняшний день в столице Якутии работает 6 обсерваторов. В них содержатся те, кто прибыл в регион из заграничных поездок, но по разным обстоятельствам не может переждать карантин дома. Или же те, кто имел контакт с больными коронавирусной инфекцией. Наш корреспондент Ульяна Шагина пообщалась с врачами и пациентами обсерваторов и готова рассказать об условиях содержания. Почти неделю находится в обсерваторе орловчанин Николай Морозов. Он прибыл в Якутск 27 апреля. И сразу по прибытию его и других вахтовиков поместили в обсерватор на базе общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Николай не жалуется на условия. Постельное белье, завтрак, обед и ужин. В общем, все как в обычной больнице. И всех нас с аэропорта сразу же определили в обсерватор. Привезли в общежитие, получается. Взяли, получается, у нас анализы с глотки, сорта, получается, с носа, температуру посмотрели, все нормально, сказали, через 3 дня будут анализы будут готовы. Определили в общежитие, дали комнату, постель дали, все нормально. Изоляция, получается, 2 недели потерпим, что теперь делали, здоровье прежде всего. Татьяна Никифорова работает в обсерваторе на базе Центра отдыха детей «Сосновый Бор». Врачи здесь работают сутки через двое по 24 часа в смену. Живут они в гостиницах, с семьями общаются только по телефону, но, несмотря на тяжелую работу, терпят. Ведь в приоритете сейчас помощь людям. Благодаря современным технологиям мы постоянно находимся на связи со своими родственниками, подругами, благодаря WhatsApp, благодаря Skype. И хочу сказать, что мы остаемся на работе ради вас, вы оставайтесь дома ради нас. КПП на входе охраняют сотрудники ОМОН. На самой территории круглосуточно дежурит полиция, чтобы полностью исключить контакты пациентов извне. Также и в здании все поделено на зоны. Проверенные и те, кто только поступил в обсерватор, не имеют друг с другом никаких контактов. В настоящее время работают 3 бригады медиков. Бригада состоит из 1 врача и 2 медицинских сестер. В течение всей смены медицинские работники носят специальную одежду, а при переходе в зону повышенной опасности носят СИЗы. СИЗы – это средства индивидуальной защиты, которые после выхода дезинфектор обрабатывает специальными дезинфицирующими растворами. Поступившие в обсерватор сначала попадают в приемный покой, где дежурный врач и медсестра проводят общий осмотр, а также признаки катарального явления. То есть, если у вас отекшая слизистая, насморк, кашель или, не дай бог, температура, это первые признаки ОРВИ или, может быть, даже COVID-19, у которого схожие симптомы. С такими явными признаками вас сразу направят в провизорное отделение. Тут же возьмут анализы, если они покажут положительный результат на коронавирус, вас отправят на лечение. Благодаря таким слаженным действиям врачей и их рискованной, но самоотверженной работе Якутии на сегодняшний день удается сдержать вспышку пандемии в регионе. Ульяна Шагина, Евгений Охлопков, Якутск. Президент России Владимир Путин возложит цветы к вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1». Кроме того, глава государства обязательно споет со страной День Победы и присоединится к акции «Бессмертный полк», проходящей в этом году в онлайн-режиме.
Также Песков подчеркнул, что мероприятие массовым не будет. Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидрежимов не произойдет. Песков заверил, что между тем реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить возможных корректировок. Пресс-секретарь рассказал и о собственных планах на День Победы. После решения рабочих моментов он обязательно выпьет наркомовские 100 грамм и тоже споет «День Победы». Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа провели репетицию воздушной части парада ко Дню Победы. В торжественных мероприятиях задействованы 126 самолетов, включая современные Су-25 ЦМЗ и Су-25УБ и 84 вертолета от соединений и военных частей объединения ВВС и ПВО. Демонстрационные полеты авиации пройдут в 12 городах России. Они будут синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов России и органами местного самоуправления. Праздничные полеты экипажи совершат утром 9 мая. Акция «Свеча памяти» в столице Якутии состоится в дистанционном формате 7 мая. В этот день каждый житель Якутска ровно в 21:00 может установить возле своего окна свечу, разместить рядом изображение родственника, участника Великой Отечественной войны. Фотографии или видео участия в акции жители могут выложить в социальные сети с хэштегом «Свеча памяти Якутск-2020». Это были все новости. До встречи в следующем часе.